итоге поездки главный инфекционист Министерства здравоохранения посетила Чаендинское месторождение. Прибыли из-за границы или был контакт с инфицированным, какие условия в якутских обсерваторах. На 12 суток раньше средних многолетних значений у города Ленска начался ледоход. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова рассказала об итогах поездки по вахтовым поселкам Чаендинского месторождения. На территории Чаендинского месторождения развернут дополнительно медицинский госпиталь, где укреплена медицинская помощь врачами, медицинскими сестрами, средним медицинским персоналом и врачами Роспотребнадзора, то есть санитарными врачами. Вся необходимая помощь оказывается. Вчера мы дополнительно туда завезли лекарственные препараты, хотя накануне главный специалист, который там находится, нам также сказал, что все лекарства есть, но на всякий случай мы еще завезли дополнительную. Весь состав вахтовых рабочих, которые не инфицированы, которые инфицированы, по возможности будут маршрутизированы в регионы, откуда они сами, где они проживают. Сейчас, на сегодняшний день, Омск, Томск, Башкирия, Алтай, Иркутская область уже объявили и направляют свои транспортные средства для того, чтобы забрать своих вахтовиков к себе непосредственно на место их постоянной дислокации. Глава Минстроя заразился коронавирусом. Состояние Владимира Якушева, госпитализированного 1 мая, нормальное. У министра компьютерная томография показала болезнь 1 мая. До этого болезни не было, отметили в Минстрое. Якушев остается на связи с коллегами. Глава Минстроя стал первым российским министром, у которого подтвердили коронавирус. В Якутии за сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавируса, 29 в Якутске, 2 в Нерюнгри, по одному случаю в Вилюйском, Намском и Мегино-Кангаласском улусах. Одна пациентка была выписана после полного выздоровления в Ленске. Сегодня, в том числе по отработке контактных лиц, анализов контактных лиц по городу Якутску, в том числе по офтальмологической больнице, 34 новых больных. Но необходимо обратить внимание, что у нас также по контактным лицам появились заболевшие, увеличилось количество заболевших в Намском, Кангаласском улусе, в Нерюнгри и Вилюйске. Сам же город Якутск 29, и вот большинство именно конкретно контакты офтальмологической больницы. Есть ряд новых контактов, новых своего рода очагов, как говорят эпидемиологи, называют это очагами. Есть новые свои точки. Я думаю, что их сейчас отработают эпидемиологи, и уже картина к завтра будет совершенно четкая и понятная. Сейчас отрабатывается большая группа контактных лиц по офтальмологической больнице в Якутске. Мы, соответственно, все-таки находимся на стадии, когда количество заболевших у нас, к сожалению, растет, потому что мы отрабатываем один очень достаточно большую группу контактных лиц, которая связана с инфекцией, которая возникла у нас в офтальмологической больнице. Для нас это, безусловно, ЧП для медицинских организаций Республики Саха-Якутия, несмотря на то, что, были установлены и строгие запреты, несмотря на то, что, в общем-то, медики, наверное, самые ответственные люди и больше всех понимают, что этого допустить было нельзя, тем не менее, вот все-таки занос инфекции в офтальмологическую больницу состоялся.
В Намском Улусе зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом. Диагноз COVID-19 выявлен у мужчины, который проходил лечение в Республиканской офтальмологической больнице Якутска. При выявлении контактов COVID-19 обнаружили и у отца инфицированного. Остальные члены семьи ждут результатов анализов. Один из больных переведен в Республиканскую клиническую больницу Якутска, второй находится в инфекционном отделении Намцах. В Улусе подготовлен пункт временной изоляции. На 90 мест в обсерваторе находится 15 человек. На сегодняшний день мы минимально обеспечены. Обязательное обеспечение идет именно тех отделений, которые работают с коронавирусом. Также ведется работа в целом по ЦРБ, закупка необходимых средств индивидуальной защиты с запасом до конца года. И когда уже придут на следующей неделе, думаю, контракт уже подписан, на следующей неделе, я думаю, уже поставка будет осуществлена, и мы полностью обеспечим все наши, в том числе врачебные амбулатории, ФАПы, полностью всех средствами индивидуальной защиты. Минздравом республики заключен контракт на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких ИВЛ из средств резервного фонда Российской Федерации. И я думаю, один аппарат в течение месяца должен уже к нам поступить. Российская тест-система для выявления антител к коронавирусу получила государственную регистрацию. В неделю планируется выпускать до 100 тысяч тест-систем. С начала апреля московские врачи в качестве экспериментальной методики лечения тяжелых больных с COVID-19 используют переливание плазмы крови переболевших пациентов с антителами к заболеванию. Потенциальными донорами плазмы могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусом в нетяжелой форме. В Якутске работает 6 обсерваторов. Здесь содержатся те, кто прибыл в регион из заграничных поездок, но по разным обстоятельствам не может переждать карантин дома, или те, кто имел контакт с больным коронавирусной инфекцией. Ульяна Шагина пообщалась с врачами и пациентами обсерваторов. Почти неделю находится в обсерваторе орловчанин Николай Морозов. Он прибыл в Якутск 27 апреля. И сразу по прибытию его и других вахтовиков поместили в обсерватор на базе общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа. Николай не жалуется на условия. Постельное белье, завтрак, обед и ужин. В общем, все как в обычной больнице. Всех нас с аэропорта сразу же определили в обсерватор. Привезли в общежитие, получается. Взяли, получается, у нас анализы с глотки, со рта, получается, с носа, температуру посмотрели, все нормально, сказали, через 3 дня будут анализы будут готовы. Определили в общежитие, дали комнату, постель дали, все нормально. Изоляция, получается, 2 недели потерпим, что теперь делали. Здоровье прежде всего. Татьяна Никифорова работает в обсерваторе на базе Центра отдыха детей «Сосновый Бор». Врачи здесь работают сутки через двое по 24 часа в смену. Живут они в гостиницах, с семьями общаются только по телефону, но, несмотря на тяжелую работу, терпят. Ведь в приоритете сейчас помощь людям. Благодаря современным технологиям мы постоянно находимся на связи со своими родственниками, подругами, благодаря WhatsApp, благодаря Skype. И хочу сказать, что мы остаемся на работе ради вас, вы оставайтесь дома ради нас. КПП на входе охраняют сотрудники ОМОН. На самой территории круглосуточно дежурит полиция, чтобы полностью исключить контакты пациентов извне. Также и в здании все поделено на зоны. Проверенные и те, кто только поступил в обсерватор, не имеют друг с другом никаких контактов. В настоящее время работают 3 бригады медиков. Бригада состоит из 1 врача и 2 медицинских сестер. В течение всей смены медицинские работники носят специальную одежду, а при переходе в зону повышенной опасности носят СИЗы. СИЗы – это средства индивидуальной защиты, которые после выхода дезинфектор обрабатывает специальными дезинфицирующими растворами. Поступившие в обсерватор сначала попадают в приемный покой, где дежурный врач и медсестра проводят общий осмотр, а также признаки катарального явления. То есть, если у вас отекшая слизистая, насморк, кашель или, не дай бог, температура, это первые признаки ОРВИ или, может быть, даже COVID-19, у которого схожие симптомы. С такими явными признаками вас сразу направят в провизорное отделение. Тут же возьмут анализы, если они покажут положительный результат на коронавирус, вас отправят на лечение. Благодаря таким слаженным действиям врачей и их рискованной, но самоотверженной работе Якутии на сегодняшний день удается сдержать вспышку пандемии в регионе. Ульяна Шагина, Евгений Хлопков, Якутск.
Республиканский волонтерский корпус в рамках федерального проекта «Мы вместе» продолжает свою работу. Волонтерами принято 19 тысяч заявок по всей республике. Кому и какую помощь оказывают добровольцы, расскажет Полина Долинская. 20 марта текущего года Республиканский волонтерский корпус начал свою работу в Якутске. В рамках федерального проекта «Мы вместе» корпус осуществляет свою помощь пожилым людям, маломобильным гражданам и инвалидам первой группы по доставке продуктов первой необходимости, медикаментов, выносу мусора, выгула собак и многое другое. Вы все становитесь участниками всероссийской акции «Мы вместе», организованная волонтерами-медиками и Общероссийским народным фронтом. Хорошо, ребята? Волонтерский корпус имеет филиалы во всех районах республики. Общее количество волонтеров уже составляет более 2500 человек. Это студенты высших учебных заведений города, студенты медицинских учреждений, волонтеры культуры и спорта. У меня есть родственники, которые старше 65 лет. Я также не хочу оставаться в стороне. И вот решила помогать и стать волонтером. Ну, я хочу, чтобы многие присоединились, и нас стало намного больше. На сегодняшний день волонтерами принято и обрабатывается более 19 тысяч заявок на получение однократной продуктовой помощи. В список внесены пожилые люди, оставившие заявки в колл-центре, одинокие пенсионеры города Якутска, поселка Жатай, а также другие нуждающиеся из всех районов республики, которым сложнее всего приходится в период пандемии. Также списки формируются в самих районах. Можно было самим пойти купить это в другом магазине, здесь чудес нет. Никуда не ходишь, сидим дома. Вот и все. Волонтерский корпус работает каждый день. На сегодня в столице республики оказана поддержка более 4000 нуждающимся. Подать заявку на получение бесплатного однократного продуктового набора можно через портал государственных и муниципальных услуг. В это непростое для страны время. Главное помнить и знать. Мы вместе. Полина Долинская, Якутск. У города Ленска начался ледоход сегодня утром. Это на 12 суток раньше средних многолетних сроков. Уровни воды при вскрытии ниже нормы, ниже по течению реки отмечаются подвижки льда. У гидропоста Нюя суточный рост уровня воды составил 2,5 метра и лед подняло. В ближайшие сутки здесь ожидается ледоход, что на 13 суток раньше нормы. В Алекминском районе продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 30 до 90 сантиметров. В центральных районах от 20 до 40 сантиметров отмечаются закраины и вода на льду. Руководитель региона призвал жителей республики отказаться от поездок на шашлыки и поручил в столице и на местах не допускать массовых выездов на природу. Остался один вопрос: разрешат ли весеннюю охоту? Ответ у Сергея Михедова. Весенняя охота в этом году будет, но с некоторыми ограничениями и особенностями. В соответствии с указом Айсена Николаева разрешено охотиться в этом году в традиционных местах, за исключением территорий, где введен особенный режим – карантин. В настоящее время режим карантина действует в городе Алдан, в поселке Ленинский Алданского района, в селе Кутана Сунтарского улуса, там вахтовый поселок, где выявили зараженных работников, а также на Чаендинском месторождении. Если еще где-либо введут режим карантина, там, соответственно, охота тоже будет запрещена. Кроме того, запретили охоту в весенний период текущего года некоторым категориям граждан. Во-первых, это не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания, проще говоря, проживающим в Якутии без прописки. Во-вторых, нельзя охотиться жителям населенных пунктов, где действует карантин. И еще одна особенность. До 30 мая добытчикам дичи запрещено приезжать для охоты в северные и арктические районы Якутии. Перечислим их все. Это Абыйский, Ялаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленёкский, Среднеколымский, Устьянский и Венно-Бытантайский. Также запрещено приезжать для охоты прописанным в этих улусах гражданам, но проживающим за пределами вышеперечисленных районов. При этом местным жителям, постоянно проживающим в северных и арктических районах на своей территории, охотиться разрешено. Отметим, сейчас в этих районах ситуация с COVID-19 относительно спокойная. Ограничения ввели, чтобы не завести коронавирус в Арктику.
Что касается сроков, то они остаются без изменений. На ваших экранах виды пернатой дичи и даты для охоты на нее в зависимости от района. На гуся сезон охоты продлится в течение 2 суток. Селезней, уток, речных и нырковых, гагар, поганок в среднем разрешено добывать в течение примерно 1 недели. А на самцов глухаря и тетерева с 7 по 16 мая. Подведем итог. Весенняя охота разрешена, за исключением населенных пунктов на карантине. Запрещено охотиться гражданам, не имеющим прописки. Также нельзя ехать с целью добыть дичь в северные и арктические районы. И, естественно, во время охоты в обязательном порядке соблюдать все меры безопасности по профилактике коронавирусной инфекции. Удачной охоты, и пусть Баянай будет благосклонен к вам. Берегите себя. В села Хадар и Чакыр придет газ. На слегах Чурапчинского улуса строительство газопровода будет завершено в июле этого года. Проект реализуется в рамках участия района в государственной программе республики «Комплексное развитие сельских территорий». Программа направлена на создание условий по улучшению жизни в сельских территориях, на которых активно развивается сельское хозяйство. «Мир, труд, май» – так назвали тройню телят, которые родились 1 мая в Амге. Тройное прибавление в личном подсобном хозяйстве у молодой семьи Слепцовых считается редкостью. У их 7-летней коровы родилась тройня. По словам фермеров, оплодотворение коровы произошло естественным способом. В честь праздника телят назвали «Мир, труд и май». Мы тоже сами очень удивились. Мы ждали двойню. У нас этот ветеринар Василий Слепцов тоже перед родом у нас это ходил и говорил, что возможно у вас будет двойня. Мы ждали двойню, вот, оказывается, когда вот рожала, мы присутствовали и появилась тройня. Удивились очень. Ну да, ага, все здоровы, в хорошем состоянии. Ну а первый случай рождения тройни телят случился месяцем ранее, в апреле, также в Амгинском улусе, но в селе Абага. Телята родились в хозяйстве Анны Адамовой. За весь многолетний стаж работы такое произошло впервые. Ранее в ее хозяйстве были случаи рождения телят-близнецов, но вот тройни еще не было. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.